давай мы с тобой сейчас откровенно поговорим, ты не вырежешь, вставишь, и мы с тобой к искам и к задержанию будем готовы. Да, давай, ты мне не оставил выбора. Да, они же не ругали просто Хаджинба, они ругали Хаджинба за это ведомство, за то ведомство. Значит, вы знали проблемы, значит, вы должны были прийти и со старту начать их менять. Все были такими, мы что сделаем? Кто тебе это сказал? Глава государства. А ты задумывался когда-нибудь стать президентом Абхазии? Я? Да. Конечно. Ты с Асланом Георгиевичем Бжани, с нашим президентом, разговаривал? Но у него после этого интервью не сильно желание появится. Ну вот ты хочешь, чтобы это осталось в интервью? Конечно, хочу. Я такие вещи не скрываю. Ахра, привет. Мы тебя поздравляем с тем, что ты находишься со своей семьей, находишься на свободе. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Вот первые дни нахождения на свободе, что ты делал, чем занимался, с кем общался? Добрый вечер, Саид. Первые дни, как я тогда и выходя из зала суда сказал, это в первую очередь семья. Я поехал домой, приехали братья, родственники, друзья. И многие, конечно, понимали, что вот есть семья, и как бы не сильно хотели тревожить. И вот постепенно эти дни все потихоньку домой ко мне приезжают. Я в основном нахожусь дома, в кругу, хочу насытиться тем временем, что упустил по детям. И поэтому вот был дома, здоровье, сейчас чуть-чуть с семьей побуду, поеду, проверюсь, потому что сказать, как себя чувствую, не как раньше, так скажу. Пока находился, как говорится, в здании госбезопасности, 5 раз сдавал анализы, что по анализам, как там по анализам, не знаю, поэтому я думаю, не будет вредно провериться полностью, потому что есть и старые болячки, есть и заработанные, поэтому проверюсь. Но похудение мое не связано с болезнью, это связано с тем, что просто больше к режиму перешел. Ахра, все-таки срок ты получил, он условный, тебя осудили на 3 года, это условный срок, там со всеми вытекающими. Скажи, пожалуйста, ты планируешь обжаловать решение суда дальше? Есть ли у тебя вообще законное право его обжаловать? У меня есть законное право обжаловать, но на данном этапе я для себя не вижу смысла, потому что Верховный суд — это не суд, и смысл туда отправлять, когда я слышу после каждого неправильного действия суда, я как осознанно гражданин, который хочет, чтобы законы исполнялись, я подавал в Верховный суд, и Верховный суд постоянно там через кого-то передавал мне такие фразы: договоритесь со властью, или мы это так сделали в солидарность, потому что вы от судьи отказались. Слушайте, если судья выносит решение, а потом же его брат должен рассматривать его решение, мы отказались там. Поэтому мы для себя пока не видим смысла. Не то, что мы согласны. Я не согласен с тем, что произошло. Это вообще, я к себе это не отношу никак. Я просто скажу так, что пока суд не выздоровеет, смысла вообще в этом нету. Условный срок, что это значит? Значит ли это, что вы не можете принимать участие в, допустим, акциях протеста, в митингах? Я не знаю, какие еще ограничения предусматривает условный срок? Может, не можете выезжать за пределы Абхазии? Что для вас, как вас ограничивает условный срок? Да, я бы сам хотел бы знать, как они пытаются ограничить, потому что я с чем столкнулся, с тем, что они не знают ни одного закона, ни одной статьи. Поэтому они, что говорят, это надо у них переспросить, под диктофон записать, потому что ограничения, которые я слышал, что прокуратура просила, благо суд этого не озвучил, потом, значит, это мне не предъявлено, ограничить моего появления в здании МВД, СГБ и Генеральной прокуратуры. Я для себя понимаю, что это, наверное, сговор такой, они сразу обозначили в своем прошении сговор, хотя я после встречался с председателями, он говорит: мой кабинет всегда для тебя открыт, приходи, когда тебе надо, если суд тебе в этом ограничивает, и у тебя какие-то проблемы, мне не тяжело выйти. Это слова председателя, я надеюсь, что и остальные руководители такие же разумные. Но факт в том, что заключается, наверное, ограничения по выезду, еще что-то есть, если я меняю место жительства, я должен оповещать, чисто там
Давай прямо, идет контроль Сухрайонского РУВД, которые должны знать, где я нахожусь. Но мой условный срок это чтобы политически мне связать руки, но не свяжут. Это нельзя назвать законным методом, там связать, завязать себе руки, возможно, там в твоем политическом будущем на 3 года. Начнем с того, что там, избираться или куда-то выдвигаться в парламент не смогу. Но они как это сделали? Я для себя понимаю, что вот я сегодня подал документы там, на регистрацию своей организации, в этот день меня задерживают. Но не знаю, вот просто когда я детям делал доверенности на выезд там, на няньку, там супруга делала на свою мать, да, что просто они в Донецк повезли, привезли, вот эти выезды мы делали. Заодно, я думаю, супруга говорит, сделай доверенность там на право подписи, на все это. И вот я все как будто чувствовал еще вот, летом прошлым взял, тогда и сделал. И вот у нее есть доверенность там. И вот организация, уже срок приходит, когда мне должны дать ответы. И супруга приходит, говорит, вот я имею право забирать документы, забирает документы оттуда. И к бедному нотариусу, который это делала полгода назад или год назад, там, я сейчас не помню этот период, там, обычно детей сюда на долгий период летом привожу, да. Они налетели, начинали, они подумали, что та задним числом где-то. Они это силовые структуры, это, Понял. Скорее всего, начали, наверное, с проверки, это, скорее всего, юстиция, потому что кто может нотариусов проверять, там, книги поднимать. Я не знаю эту систему, просто так случилось, что когда мне были суды, ко мне подошли, вот эту всю историю рассказали, что она, нотариус, наверное, бедная, не знает, что вот эта вся проверка связана была с тем, что она вот год назад бумаги все-таки дала. Слушай, Ахра, вот у нас там мы минут 10 даже не говорим, а тут вот уже ощущается какая-то прям борьба против тебя одного, исходя из твоих слов. С чем это связано, как ты думаешь? С моим мнением. Потому что... Но ты же не единственный человек в стране, который высказывает открыто свое мнение. Вот можем открыть Facebook, там есть люди, которые выражают несогласие с политикой действующей власти. Были люди, которые выражали несогласие с политикой предшественников этой власти. То есть почему именно ты? Проблема в том, что вот открыть мой Facebook, их что-то это нервирует. Вот всю дорогу, что я находился в этом процессе, ко мне отправляли моих родственников и говорили, вот Facebook. Я говорю, ребята, а вы его читали? Нет. Я говорю, зачем вы, мои братья, приходите мне за это говорить? Я понимаю, вы старшее поколение, вам может не до этого. Прочтите. Например, какой такой твой пост вот прям взял и... все. Да потому что если в моем уголовном деле они брали посты, которые инакомыслие. Вот почему Инга озвучила это. Да, она назвала. Она сказала, процесс, борьба за инакомыслие. Вот то, что я озвучил, там, чиновник на час. Там, извините, для меня, например, это не то, что я там окунулся в политику или хочу оппозиционно быть. Для меня непонятно, когда там берут бедного старичка там за то, что не знают, наказывают. Но приезжают в более крупные районы, где там находится сторонник власти, и беда в 5 раз больше, там просто выговор. Человека, пенсионера уволили, и он к этому отношения не имеет, потому что это гособъект, а он там село, и вот на территории села находится гособъект, куда он доступа даже не имеет. Но его наказали. И вот я выпустил пост, там, чиновник на час, там, типа, Я помню этот пост. Да. Возьмите чиновника, за пару дней назначьте, потом его с треском увольте, потому что вот Facebook потом начинает трещать там с какими-то победами, анонимы начинают писать, вот там, как будто масштабно. А хотя ты на улице уходишь, ничего не меняется. Может, тогда не будем мы о псевдопобедах говорить, может, просто скажем, что есть проблема, давайте решать, а не пытаться ее загладить или на кого-то свалить, сделать крайним виновным. И вот им не нравилось то, что я в открытую от своего имени пишу, ни от анонимов, ни от чего. Это не нравилось. Я все-таки попытаюсь это понять, потому что я еще остаюсь при мнении, что таких людей, высказывающих свою позицию, не ты один, но мы к этому вернемся. Не так для них, наверное, болезненно. Возможно, мне сложно судить, но вот я хочу вернуться к процессу. Я лично присутствовал на завершающем вот этом заседании суда. Там сторона обвинения, выступая первой, попросила у суда для тебя условный срок
и там, на 4 года, и там же на месте попросили тебя из зала суда выпустить. Может быть, мне показалось, но я наблюдал за реакцией ваших адвокатов, тебя, твоего и твоих ребят. Мне кажется, и они были удивлены такой просьбой, но это вот мои субъективные догадки. Да. Закончилось вот это все, и я начал сталкиваться, что выражают мнение, что Равицба, в общем-то, кулуарно о чем-то договорился, и поэтому в итоге так неожиданно пришли к этому. Вот задам прямо, какие-то кулуарные договоренности с кем-либо были? Нет. Попытки всяких разных договоренностей были. Ко мне приходили мои родственники, говорили: перестань там пользоваться сетью Facebook, мы отпустим тогда твоих бойцов и так далее, и так далее. Я на все отвечал одним вариантом. Но, конечно, все привыкли к моей нецензурной лексике, поэтому я все равно повторять не буду, когда могу сдержаться, да. Я говорю: вас обманут. На протяжении 3 месяцев я просидел, но зная абхазские реалии, давайте теперь, скажем, что я не судимый и так далее, это пойдет 1 к 2 или 1 к 3, да. Вот по сроку я, скажем, там полгода или год просидел. А за что? Да. За то, что в 1 месяц одного и того же человека 5 раз с пистолетом ловят, и он до сих пор на свободе ходит? Вот ситуация. А вот Равицба сел. Да. Разница в чем? В том, что у Равицба ему инкриминировали не 1 пистолет, а 2, там, 3 там, или еще что-то. Ну там побольше было сейчас, чем 2 пистолета. Начнем с того, что они там громко заявляли: да. есть гранаты, есть то, дымовая шашка — это не граната. Но они забывали запись эксперта озвучивать. Зато красиво звучит: найдены гранаты. Какие гранаты? Дымовая шашка. Ну вот публично, что освещалось, вот публичный судебный процесс мне не очень хочется обсуждать, потому что это как бы решение суд вынес. Даже в самом деле, это следователь редактировал так. Он, знаешь, как там есть справка эксперта, он пишет: вот было направлено на экспертизу там 5 гранат. А отдельно мне приносит он оповещение, что экспертизу и так далее, он это в дело не вкладывает. Я ему говорю: а почему ты это в дело не вкладываешь? Он говорит: мы пишем, что интересно для следствия. Я говорю: для следствия интересна истина, говорю. Ты должен написать, если ты отправил запрос о 5 гранатах, что это не 5 гранат, а 5 дымовых шашек, которые сегодня мы в магазин пойдем и без всякого разрешения купим. Ну зачем, говорю, ты это не пишешь, неинтересно. Знаешь, я вот сейчас о чем подумал. Ты герой войны, о тебе очень много в период твоего задержания говорили, писали и так далее. Вот ты сам и об этом публично говоришь, что был задержан несправедливо, нечестно и так далее. Вот, незаконно. Незаконно. Вот я понимаю, что ты вот смелый, там, мужественный, сильный и так далее. Вот, а тебе не страшно вот сейчас ходить по улицам? Вот если ты считаешь, что тебя могли вот так 1 раз задержать, вот сейчас... Вот чисто психологический момент меня интересует. Вот, психологический момент, я тебе скажу так, знаешь, мы как друг друга визуально знаем, там где-то всплываем в соцсетях, но я чуть-чуть за себя скажу. В 2008 году я еще там в Сочи находился, так как родился, вырос там. И вот я наблюдал, что началась в Осетии война. И вот я сидел там до утра, вот ждал, что же скажет Абхазия. Что Абхазия ворвется сейчас там вот и снесет Ингур, и там и пойдет помогать братьям осетинам. Не увидел этого и взял вещи, собрал, взял абхазский флаг, и в 11 часов утра был поезд на Осетию, я уехал туда. Но по дороге уже, благо, услышал о том, что Абхазия вмешалась, как бы чуть-чуть окрылился. Когда случились донецкие события, как бы все прекрасно знают, что в Грузии оружие, там, снаряды и людскую силу предоставляла Украина. Батальон Арго, который здесь зверствовал, который до последнего не хотел сдаваться там и понес огромные потери, вот эти люди пришли ко власти в Украине. И они напирали на тех, которые приходили к нам добровольцами. Это потому, что когда я уже туда приехал, я в своих мыслях нашел убеждение, когда я захожу в подразделение полк Захарченко, и ко мне выходит казак, здоровый, взрослый казак, и у него на груди орден Леона. Я для себя понял, что я пришел отдать дань тем именно людям, которые нам помогли в свое время. Вернуть добро. Да, но я же пошел не потому, что я любитель повоевать или еще что-то, а потому что также не увидел ни абхазского, знаешь, как бы ни поддержки, ни слова, ничего.
Для меня самое главное моя родина. Если я не боюсь за родину погибнуть, то на родине ходить и оглядываться я точно не буду. И поэтому то, что беззаконие они здесь творят, ну, ради Бога, со мной вытворите, но от этого не поменяется никто. Хорошо, Ахра. Таких, как Ахра, еще миллион найдется потом. Хочу следующее. Ты про беззаконие сказал. Ты был участником событий 2014 года, это май 2014 года, когда к власти потом пришел Рауль Хаджинба. И ты был, наверное, одним из лидеров событий января 2019 года, после которых пришел к власти действующий президент Аслан Георгиевич Чубжани. Вот ты как эти два события можешь охарактеризовать для себя? Вот никто их публично, официально не дал им никакой оценки, хотя вот просили, требовали и так далее. Оценки нет. Ты был участником государственных переворотов или нет? Государственных переворотов, не знаю, этих событий, да. Если оценку не дали... Нет, оценки не было, конечно. Чтобы не мне давать оценку, так, знаешь, как культурно, скажем, протестных акций. Было и обоих. И скажу так, что в мае 2014 года я там находился не как сторонник кого-то. Я гулял с братьями по набережной, когда все случилось, со мной был мой младший брат, и там рядом еще. Я их посадил на такси, отправил домой и пошел прямым ходом в окна. Потому что я не поддерживал Рауля Джумковича или там кого-то еще из тех, кто принимал акции. Я просто с детства помню, что касаемо Александра Золотинского были разные моменты, что одни за, другие против. И я в нем видел раскол общества. Но скажу так, что когда случились январские события 2020 года, то я с Александром Золотинским в первый раз в жизни мы сели вдвоем. Это еще до объединения их групп и так далее. Я высказал, что мне с детства как внушали, что те, кто внушали, потом были его ярыми сторонниками и еще что-то. Мы с ним поговорили откровенно, и я не сказал, что я буду вашим там фанатом, сторонником или еще что-то. Я высказал свою позицию, почему я был в мае, и сказал так, что была бы та ситуация на тот момент, я бы еще раз пришел бы, потому что узурпировать власть и не наблюдать, он же юрист по своему характеру, и когда ему там кто-то выкрикивал там: ты предатель Родины, я как бы абхазец, я жду, что кто-то в драку полезет и заругает, еще что-нибудь. А он просто как юрист говорит: докажите. Но для меня это вот, как для молодого горячего абхазца, для меня это были бы как бы более ответы к тому, кто выкрикивает, что он прав там. Но уже когда понимаешь психологию этого всего, ты кто прав, кто виноват, и ты более спокойно становишься, рассудительный. И я понимаю, что он по своему мышлению, как юрист, разговаривал: докажите, у вас есть возможность, там еще что-то. Но я так не мыслил. Я мыслил по-простому, что с простым своим народом не надо с уровня своего образования говорить. Ты же получаешь образование не для того, чтобы показать, что ты выше кого-то. Вот я думаю, если бы эта простота была бы, таких бы всяких разговоров, инцидентов. Сейчас не так. Вот ты с ним общался, вы с ним... Я с ним общался, касаемо Абхазии, по личным вопросам ни разу не подходил. Касаемо Абхазии, это человек, когда за 2 минуты ты получаешь ответ «да», «нет». Вот там были проблемы с документацией, где вот есть для нас благо. Вот нам там касаемо хотели обновить там по систему МВД. Наше МВД просто отвечает: мы к этому не готовы. Ну там есть пункт. Там это просто... сейчас уже ты имеешь в виду? Пока я был в бытность помощника. Все, это вот во время работы Аслана Георгиевича? Да. И вот я беру бумагу, прихожу к Золотинскому, там всякие здания вместе. Он мне спрашивает просто: что ты хочешь? Я ему положу бумагу, коряво что-то написано. Это не официальный запрос, еще что-то. Он так посмотрел, там, послушал, он говорит: ну теперь пусть они пришлют бумагу, мы сделаем так-то, так-то, так-то. Создадим комиссию, что-то. И процессы двигаются. Но в других зданиях оно висит. И это не то, что сейчас сказать, это при нынешнее, это и до было, потому что, например, касаемо вопроса там ИКЦ, это уже 4 года не решается этот вопрос. Им здания не выделяют, они там где-то ютятся, еще что-то. И таких моментов много. Деньги выделялись, они не реализовывались. Для меня, например, непонятно. Но если человек твоему государству хочет помочь,
то вынеси на обсуждение, а не делай просто как вот здесь написано. Создайте комиссию двухстороннюю, посмотрите, изучите вопрос, уберите один пункт, второй пункт, там, проработайте. Но работайте. Сегодня, например, чтобы новое здание в центре Абхазии повредило бы нам, нет. Это понятно, я все-таки хочу вернуться. Мы чуть-чуть с тобой с темы на тему переходим, но потому что я за тобой следую, но вот я все-таки хочу вернуться к процессу, если вот договоренностей кулуарных не было. Почему тогда, вот хочу обратить внимание наших слушателей на то, что именно сторона обвинения попросила 3 года условно. Это не было решение суда до того момента. То есть суд, там сторона обвинения попросила 4 года условно, суд в итоге приговорил к 3 годам условно. Почему, на твой взгляд, тебя тогда из зала суда выпустили спустя 3 месяца? Что за эти 3 месяца изменилось? Я объясню момент, чтобы мы просто понимали. Да, вот, чтобы не было там... Я экономист, просто когда я начинал там закон или что-то, все большинство подумало, что какое-то юридическое образование имею. Нет. Вопрос в том, что вот, человеку, там было написано в моем обвинительном, то, что мне давали деле, да, там, изучить. Хотя и судом они меня ограничили в этом изучении. Мне не дали до конца изучить мое дело. Вот 6 томов они написали. Вот, мне интересно было, что в 6 томах можно было написать, если самые громкие убийства, где там чуть ли не преступление за преступлением идет, там у них накапливается всего лишь там 5-7, там, до 10 томов. У меня что 6 томов могло там быть? Когда ты начинаешь смотреть, они выдержки с Фейсбука, где я с друзьями отдыхаю в Сочи, там, на яхте, там, еще что-то. Я говорю, а как это имеет отношение? Там? Ну, это нам интересно было, это то. И вот когда, например, обвинение предъявляет и начинает зачитывать, доходило до того, что последний митинг у Совмина, когда перешли люди к парламенту, они зачитывают полный текст с видео, но потом... Твое интервью. Да, они зачитывают полное, но потом под фотографией они же продолжают и зачитывают уже свою версию. Ну, поменяв мне слова. Интерпретируют по сути. Да, я встаю, я говорю, извиняюсь, как вы себе можете такое позволить, если вы только что зачитали, например, где я просил, чтобы... Но я надеюсь, парламент примет процедуру импичмента, чтобы последующие президенты не расслаблялись. Это я о законе говорю, да? И потом же говорит, следователи, ну это прокурор читает то, что следователь пишет, обвиняет меня в том, что я иду выдвинуть импичмент президента. Ну как я могу выдвинуть импичмент, если еще закона нету? И я говорю, вы только что зачитали полный текст, еще есть это видео, говорю. Ну, я, например, надеюсь, что сегодня парламент, это сугубо мое мнение, должен наконец-таки принять процедуру импичмента, чтобы глава государства никогда последующие не расслаблялись, чтобы они для себя имели понимание, что играть со своим народом или со своим государством не получится, что всегда будет мирный способ. Ну, почему вы разворачиваете слова, говорю, которые не произносились? Ну, нам так вот. Или, как они любили все время говорить, это опечатка. Это вы не так поняли. И вот каждый раз, когда там приходят... Ну вот в итоге почему? Почему сторона обвинения, которая собрала 6 томов потому дела что не первый из раза... суд, Да. Не, сторона обвинения просто увидела, что реально ничего нету. Прокуратура же, она как, у них делов много, они с суда на суд ходят, это, они не могут в полной мере, почему я больше всего и нервничаю, они не изучают в полной мере, у них нагрузка огромная, они в процессе этого дела, они слышат его, изучают, и они понимают, что им нечего предъявлять. Но если нечего предъявить, и ты меня просто выпустишь, значит я пойду же с обратным иском, и значит вы меня держали просто так, и столько времени, и сами это подтвердили, поэтому они запросили себе страховку. Не что-то другое. Просто... В виде чего? Это вот то, о чем ты говорил? Да, условно, они запросили условный срок, но они запросили всем. Вот теперь момент, есть хранение оружия, да? Да. А как вы всем даже можете? Вот как они могли всем запросить? Нет, всех же вроде оправдали. Оправдали, а прокуратура же запрашивала всем. Да. Вот, например, они говорят, есть хозяйка дома, есть хозяин дома, мой младший брат, находит там оружие, но говорят, что я там живу. Не устанавливают ничего, сказали, да?
Я там не отрицаю, что я там живу. Вы находите там оружие. Теперь момент. Дом мой. Оружие вы предъявляете мне, судите меня. А за что вы просите условные сроки другим? Ну, опять же, абсурд же начинается. Мы-то удивились, то, что они от этой статьи ушли и попросили, да, но остальным-то все-таки они с абсурдом продолжили. Ты себя считаешь политическим заключенным на тот период? Ну, когда так и есть. Например, взять по Цвижба, там и взрывчатку нашли, и то на второй день человек пришел на работу, и у него там ничего меньше схрон нашли. Ахров. На новом районе меньше схрон В ту ночь, когда тебя задержали, там уже на утро была главная версия, якобы причин твоего задержания, это то, что ты готовил государственный переворот. Прошло несколько времени, появилась информация о том, что есть какое-то доказательство. По-моему, телефонный разговор, не буду вдаваться в подробности, не могу утверждать, но якобы не предъявленные публично. Я не знаю, что там было кулуарно, но там в публичном пространстве этого всего не было. То есть версия была такая. Ну как ты думаешь, почему вдруг, это же не просто так родилась, да, такая версия. Ты вообще сам как считаешь, это была основная причина? Я объясню, ситуация какая. Я на прослушке телефона стоял и при прошлой власти, и когда уже власть сменилась, эту привычку они не бросили, я также на прослушке оставался. Поэтому все, что по телефону говорил, это то, что хотел я, чтобы они услышали. Поэтому есть такие разговоры. Есть, но они не могут это делать. Ну а что такого ты сказал, что у тебя прям... Я сейчас скажу, Да. я же не скромный парень, я говорю в открытую всегда. Есть такие телефонные разговоры, от которых, знаешь, как я так говорю, вот, например, мне там звонят мои братья и говорят, вот хотели мы тебя увидеть. Я говорю, хотите увидеть, приезжайте домой, или я там, ну когда там мы тебя увидим, говорят, ты 11-го хочешь власть сменить и так далее. Я говорю, до 11-го вас всех обиду мне тяжело. Да. Ну зачем мне говорить, я не буду свергать, или буду свергать, или еще что-то. Слушай, мне задают идиотский вопрос, и я на него с юмором отвечаю. Не, ну все в телефонных разговорах шутят. Да, или когда я, например, знаешь, еду и вижу, что происходит в стране, и я знаю, что оппозиция соберется 11 числа, и я такие фразы в телефон кидаю, и я знаю, что они после бегали по кабинетам, им радовались, и на отчет к власти несли, типа, я как понимаю, они даже до 11-го досидеть не хотят. Ну слушай, если оппозиция... Подожди, я чуть запутался. Ты сказал, они даже до 11-го досидеть не хотят? Я еду в Фейсбуке, например, читаю, там что-то там произошло, майнинг, Да, или там свет опять выключили, Ага. еще что-то. И я когда с братьями разговариваю, я же знаю, что меня прослушают. И я специально эти фразы туда кидаю, знаешь, чтобы позлить, и чтобы злость их заставила задуматься. Ты вот так вот специально кидал фразы, а может быть, вот если со стороны так и выглядело. Хорошо. Допускаешь? Нет, смотри, оно так может и выглядело, я не спорю, с другой момент. Тогда дальше, а что вы мне это не предъявили? Они мне, знаешь, это уже другой, вопрос. Касаемо политического, они мне предъявили, что я на процессе выкрикнул, соберитесь там 11 числа. Мы все помним. Да, я встаю, говорю, ребята, вы задержали меня 4 числа, и предъявляете то, что госпереворот я 7-го запланировал у вас на процессе. Ну вот для чего ты это выкрикнул? Подогреть интерес к версии, что ты готовил государственный переворот? Не, я выкрикнул это, и мне многие говорят, погорячился или еще что-то. Да нет, я просто вижу, что беззаконно относятся, что судья, не имея законных оснований, мне выдает месяц. Вот я просто изучил норму какую. Вот, например, есть... Сейчас мы чуть окунемся в юриспруденции. Ты это для себя знаешь, зрители пусть или перемотают, или порежут. Просто есть, например, момент такой, вот, как они сказали, что обыск по неотложке там, дома, да? Ну ты когда это деяние начинаешь делать, ты в течение 24 часов должен это узаконить. Это ты должен в суд понести и показать. А в суд что ты несешь? Ты несешь справку оружия, что оно боевое и так далее. Несешь рапорта и отдаешь. Теперь вопрос заключается в чем? Эксперт встает и говорит, что он в этот день справку не делал. Так как тогда разрешение суда было? Но суд что сделал? Суд не узаконил. Суд дал разрешение, ссылаясь на статью 9.1. У меня, знаешь, когда я сижу без УПК, возможности не было, но когда я начал изучать свое дело, я каждый открывал уголовный. И там четко написано, с момента разрешения полгода.
с момента разрешения. Это значит, вот судья дал разрешение 5 числа, ты должен идти делать обыск 5 числа, а не 4, как они сделали. А по неотложке это значит, ты должен предъявить документы, все это. И если тебе не узаконили, значит, вся твоя оперативная работа незаконна. Ты хоть после этого ядерную бомбу найди, ты по закону ее не можешь никак никому инкриминировать. Ну, значит, вот получается, что ты сам спровоцировал, Да. что там структуры власти подумали, что ты планируешь госпереворот. Нет, просто щенка в угол загони, тот цапнет. И они для себя показали, что они не являются властью, госструктурой, еще что-то. Они просто хотели показать, что они способны на это, перейти все грани. И сделали. И если они думают, этим самым показали, что они такие решительные, в стране-то ничего не поменялось. Что они решили? Ну вот, Я что... за свою страну Да. 10 лет посижу, мне не тяжело. А зачем обязательно сидеть? Не, ну они же этот процесс выбрали. Думали, этим меня запугают, что я замолчу. Нет, Правда есть правда, ее надо произносить. Чего стесняться? но в 2020 году очень много видеокадров, много архивов, где тебя называли героем этих событий. Там много разных цитат, особенно их активно стали публиковать в период твоего задержания. Ты активно поддерживал позицию кандидата в президенты Аслана Георгиевича Бжани. Вот знаешь, как сейчас мы с тобой поговорим? Давай мы с тобой сейчас откровенно поговорим, ты не вырежешь, вставишь, и мы с тобой к искам и к задержанию будем готовы. Да, давай. Ты мне не оставил выбора. Да, ну я для себя вот, Да, давай. это будет использовать как госпереворот. Только откровенно мы ничего не вырежем. Я тебе смотри, как скажу. Все прекрасно знают, и я этого стесняться не буду. Катализатором всего движения послужили смерть моих братьев. Это не секрет. Да, я находился в Донецке, я вернулся из Донецка сюда. Для меня, вот переходя Абхазию, я заходил домой, и значит, жители моего дома, все мне братья, я иначе никак не воспринимал. И когда я начинал политически высказываться, мои друзья, там, политики извне Абхазии, там, Южной Осетии, России, они говорили, ты у себя дома герой, и оставайся таким, не лезь и так далее. Я говорю, ребята, я не герой. Героем сделало мне мое подразделение, героем сделало мое убеждение, что я должен за Родину, поэтому я на это никогда не смотрел. И я живу как, вот есть моя страна, я должен быть ей как-нибудь полезен. И я сюда приехал из-за своих братьев, у меня еще в Донецке не до конца все дела закончены, война там не закончилась, но приехал, я остался и начал понимать, что вот я начал свои как бы расследования проводить, еще что-то. Когда ты приходишь, упираешься в администрацию президента и понимаешь, что исходит оттуда, что один из стрелков, кто стрелял, он ближайший охранник главы государства, что один из отделов к этому еще причастен, ГСО, и вот ты все это понимаешь, и потом ты начинаешь изучать. Вот, знаешь, я-то все-таки там на абхазские какие-то формулы подписан, но для меня это было как бы, ну, сегодня умерло, это сегодня боль, завтра мы очерствели после войны наш народ, да, ну, столько смертей, столько всего беззакония, безобразия, что мы к этому привыкли. Но когда я начал анализировать и понял, что 107 убийств, 53 похищения, а похищения это какие? Это в основном люди, которые... Это в период президентства Хаджиба, да, ты говоришь? да, за 5 лет. И 107 не смертей, а убийств. И вот для меня, например, как для абхазца, который привлекает сюда постоянно, там, в Москву, когда еду, еще что-то, я вот говорю, езжайте, рекламу делаю и так далее. Здесь у нас налицо антиреклама очень болезненная. Когда встречаешься с людьми, которые платили выкуп, и они привозили его к администрации, и кто-то из ГСО выходил, забирал, это такая печальная боль. Вот, ну, ты все-таки хочешь представлять там абхазский флаг, гордо нести, но пока ты там что-то где-то за чужбиной находишься, здесь такая катастрофа, и катастрофа не только между собой, а вне выходит, потому что мы же российских инвесторов воровали, то там турецкого своровали, там. Это же все, но это же инвесторы, это которые сегодня то благо, что они сеют, да, они зарабатывают, они сюда идут зарабатывать, но они сюда вкладывают с перспективой, что это создаются рабочие места, что здесь платятся налоги. Это же нашим детям идет, это нашему государству идет. Я по сей день убежден, что в богатом государстве могут быть только богатые люди, в бедном государстве это только могут пару чиновников быть.
а все остальное там не будет такого процентного соотношения, да, там, достатка у людей. И вот это все осознавая, я для себя пришел к выводу, что одного-двух человек там найти или там как-то кровно отомстить, это не проблема. Но замешано-то больше людей было. Я понял. И я к чему сейчас? И устраивать геноцид на улицах Абхазии, еще что-то. Тем более мы все переплетены, родственники, друзья, там, по-разному все сходится. Даже один из стрелков, вот этот Дату Халайка, то есть он ко мне и хотел ехать в Донецк. Он, когда я в 17 году выдвигался, приходил, политически помогал и так далее. Вот если, не зная его, он пропадет, например, да, это молодой человек, который к себе располагал, тихий, спокойный был. Ну, в тихом омуте всегда да, такое есть. И вот, а теперь люди знают, что он причастен ни в одном убийстве, как оно есть. Поэтому я захотел, чтобы это стало публичным. Но как это сделать? И я убедил в том, что мы должны придать публику и поддержать чуть-чуть правосудие, округлить этот круг происходящих, и да, там не 300 человек, чтобы было, там, а каких-то там И пошел к Аслану Георгиевичу Бжанину. Нет, я сейчас по порядку скажу. Мы позвали нашу фамилию и сказали, чтобы пошли они в сторону администрации президента, там зашли и поставили ультиматум, чтобы поменяли министра. По какой причине? Что министр даже назвал фамилию Иванов, был ранен. Вот ты представь, такое громкое, резонансное происходит дело, через 2 дня ты даешь какой-то брифинг, и ты вот такую ересь несешь, даже ты не погружаешься в дело. Мало того, что не погружаешься, ты еще мешаешь. И мы для себя понимаем, что когда он со Ставрополя сюда пришел, и каких-то там задержаний ставропольских закладчиков стало там чуть побольше или еще что-то, да, это те слухи, которые в интернете пишут, я на них плевать хотел. Я столкнулся с его работой вот здесь и сейчас, что он министр, и громкое такое резонансное преступление происходит, и он даже не знает участников событий или еще что-то. Что он так наплевал. И это возмутило, и мы для себя поняли, что где-то препоны есть, попросили пойти по старших туда. И мы уже постепенно идя, начали все выносить это на политику. И для себя я как понял, что куда мы идем, нас сопровождает ГСУ. Что те люди, которые были причастны к убийству моих братьев, используют государственный ресурс. Значит, надо этого ресурса решить. Ну как ты этого ресурса решишь людей, не будет же хаос или придут они же. Значит, надо, если убираешь левых, привести правых. Да? Правую сторону возглавлял Аслан Георгиевич Бжанин. Я тогда полетел в Москву. Для многих революция началась в январе, для меня она началась раньше. Декабрь месяц, а может чуть и раньше. Там, Но ты сам его попросил тебя поддержать, да, или он? Я сейчас объясню, я по порядку иду, и потом будет говорить, что я такого не было или еще что-то. Мне этой разницы нету, правда есть правда, и мне нечего стесняться. Я живу для своего государства, и то, что мне потом будет предъявлять, это и другая ерунда. Я полетел в Москву, попросил организовать нам встречу. Как бы, чтобы не отрицали, нас за столом было 4 человека, и те 2, то, если спросить, не постесняются подтвердить. Я сказал, что придется менять власть, потому что власть причастна к убийствам, причастна к тому, к похищениям, там, ко всему, что происходит. Я начинаю там объяснять свою позицию. Я говорю, но убирая что-то, надо что-то людям предложить взамен, прошу приехать. Он отказался. Он говорит, какую авантюру втягиваешь, я не поеду. Вот в марте месяце есть депутатство, мы там узурпацию власти и так далее. Узурпация, это все начал я излагать, потому что он говорит, в марте месяце, я говорю, да, вы приедете, и начал их планы рассказывать. Я говорю, я, который не имею отношения к политике, если я его знаю, поверьте, и другая сторона уже его знает. И на это они плевать хотели, на то, что вы будете обвинять их в узурпации власти. Это не пройдет, это люди не поймут теми словами, которыми вы хотите разбрасываться. Не получилось мне до конца убедить, а я говорю, единственное попросил о чем, чтобы приехал человек на суд. Вот
помните, в декабре месяце, когда на суд приехали, там, число не помню, 19, наверное, что-то такое. Встречали наши фамильные машины, Авец, Башамба. Ни Амцахара, никого не было. Ну, там журналисты от Амцахара приехали. Аслана Георгиевича встречали? Да, мы на границе встречали. Если вы возьмете, просмотрите записи YouTube, вы поймете, все наши машины все прекрасно знают. Мы встретили его, привезли в Амцахару, по дороге уже амцахаровские сторонники, там партийные, они встречали, сопровождали. Многие на него обиделись, почему он не сказал, что он приедет. Он приехал, посмотрел, что его ждут, что и у нас у фамилии есть какая-то сила. Все это пронаблюдав, он понял, что все-таки я не беспочвенно что-то говорю, что можно поговорить. И вот суд перенесли на 9 число. Мы говорим, вы судами будете долго идти. Нас это возмущает, пойдемте поговорим. На 9 января? Да. Он сказал, я не приеду, на меня будут думать. О чем попросил, говорю, ваша задача простая. Открывайте Facebook, видите, что вопрос решен, и вы заезжаете в Абхазию. Поэтому на лечение в Сочи человек прибыл. И на мое задержание уехал на лечение. Это уже стало традицией. Если человек уезжает на лечение, значит в стране что-то произойдет. Поэтому было Сочи. И, как все помним, человек приехал, побеспокоился за нашу страну, возглавил. Весь геморрой на мне, ради бога. Я виноват, я там то. Но вот ты сейчас говоришь, что ты, в общем-то, эту власть передал условно 9 января там, или вот события 10 января. Так, например, когда я разговаривал, там сейчас наш министр МВД, наверное, чуть будет на меня, они же такие обидчивые, когда их имена звучат, начал мне рассказывать, что нужно 4 миллиона рублей, чтобы привести людей на митинги, там то. Я говорю, слушайте, я приходил на митинги разных сторон, ваших, потому что 3 абхазца, где собралось, я предпочитаю там быть. И разные моменты я наблюдал. Когда там приходит, там водку из-под куста достает, наливает, там, мне предлагает, говорит, вот мой сын в оцеплении стоит, там, и гордо это говорит, а здесь с этой стороны он присутствует и с водкой. Я для себя понимаю, что выпивать в вопросах, где Родины касается, нет. Они говорят, да и мы не за выпивку, говорим, это на бензин, чтобы с автобусами людей привезти. Я говорю, слушай, а если война с грузинами начнется, мы что, должны кого-то приглашать или еще что-то? Я говорю, начнется протестное настроение, говорю, люди услышат, пешком дойдут, кто свою страну любит. Поэтому, как бы там политологи или что ни анализировали, скажу так, что вся революция обошлась в 30 тысяч рублей, и то, когда мы зашли в здание, мы эти деньги дали, чтобы привезли воду, потому что ты сам видел по фотографиям, видел, какой пар стоял, как уходило. И вот мы просто, вот, что в кармане было, скинулись и купили себе там простую воду. Я для рекламы даже ее назвал бы, потому что он так уходил, но я не помню, чей производитель это был. Супер эксклюзивная информация, Ахран. Ну вот, как развивались события, все знают, Аслан Георгиевич стал президентом. Ну, совсем мало времени прошло, и ты вдруг публично заявил, что ты, ну, давай я упрощу, полгода, да, всего лишь полгода прошло, причем сложных полгода, это тоже надо понимать. Тут смена власти с одной стороны, пандемия с другой стороны. Ты заявляешь, что ты власть эту не поддерживаешь. Ну вот чего ты ждал от людей, которые, в общем-то, пришли к власти только, работают только полгода? Вот какой такой прорыв они должны были совершить? Или и еще, что конкретно тогда, получается, тебя заставило, ну, как бы разочароваться во власти? Ну, моментов много было, знаешь, какая ситуация. После выборов, потому что и на выборах я потел, и происходило, какая сторона приходилось там буквально села отбивать, потому что сторонники прошлой власти, очень много там разбойников и тех было, которые привыкли приезжать, там население запугивать, и вот мы ездили там, да, вот много таких моментов было, где, ну, просто не хватало спички, все. И для себя я понимаю картину какую, что я это делал не для Аслана Георгиевича, не для кого-то, я это делал для своей страны. Тому пример сегодня, например, в Сухуми посмотреть
меньше ночью в парках собираются в открытую, там, да, курят запрещенные предметы или еще что-то. Это заслуга, получается, это не Министерства заслуга власти, внутренних дел. это заслуга молодежи, которая на протесты вышла и так далее, и они не понимают настрой молодежи. И вот сегодня они как свою заслугу это говорят, и я им говорю, в этом вашей заслуги нет. Никакого, ничего не добавлено в этом плане. Вы идете по старой колее, вы новую дорогу не прокладываете. Вы превращаетесь в тех, кого всю дорогу хотели убрать. Вы в них превращаетесь. Вы идете тем же путем. Это неправильный путь. Сегодня, откровенно скажем, не виновата старая или новая власть. У нас есть разный полет возрастной. Вот серебряное поколение, они начинали все вместе в протестных движениях там, Да. 80-х годов. Потом они уже одни дорвались до денежного мешка, другим просто спасибо сказали, вы хорошие ветераны. Потом те начали друг друга менять и пришли к тому, что сегодня люди уже задают вопрос, зачем вы тогда победили, лучше бы мы все погибли. Если сегодня вы разделяетесь все, до этого мы как все думали, что мы одним плечом все вместе, потому что я, например, застал тот период, я родился, вырос в Сочи, но в деревню я приезжал в 6-летнем возрасте, и на лошади меня пахать отправляли в 4 Я утра. период нашего единения не застал никогда. Не, и в тот период после войны застал. Например? После войны там пару лет оно было, потому что знаешь, как начиналось у меня утро, говорили, вот у нее сын погиб, пойдем ей вспашем, потом та одна, или там какие-то проблемы, там старики, вот. И мы ходили, в последнюю очередь потом шли к себе пахать. И для меня это все лето было, всю дорогу пахал. И вот я для себя думаю, хорошо я провел лето, да, там, когда в Сочи возвращались, все сочинения писали, я предпочитал его не писать. Но потом начал замечать, как это бригада это, и началось делиться. Это и понятно, больше. но вот полгода, Ахра, полгода, столько сил ты вложил, Нет, столько... сил немного Ну вложил, ты сам говоришь, что вот... Не, это изначально. Да. После выборов, Прошло полгода. После выборов сели, и вопрос звучал такой. Вот есть президент, есть премьер, есть вице-президент, это занятые должности. Где ты себя видишь? Я сказал, вижу себя дома. Развернулся и уехал в Донецк. Потому что ты хотел более значимую должность? Нет, а какую значимую должность, если президент или вице-президент и премьер, это которые я стыковывал, и я их просил не разделять и общество, потому что, видите, если... Ну, я на каком примере приходил? Я вот за Латинсковичу говорил или еще что-то. Вот моя фамилия как никогда едина. Вот мы как одно целое мыслим. И вот так и мыслит много абхазцев. Не разделите общество, потому что найдется, кто за вас будет голосовать, кто за того. Я говорю, пойдите вместе. И когда выборы прошли, я же как привык, там 500 тысяч голосов в разнице, столкновения. А когда такой явный как перевес, и голосовали-то не за Аслана Георгиевича или еще что-то, просто поверили, что какие-то перемены будут. И люди, вот, я всем всегда говорю, вот, такой кредит доверия выделили, даже сама оппозиция, вот я после уже с оппозицией встречался, они сами поверили, что человек что-то поменяет. Ты говоришь про ту встречу, о которой ты потом писал в Фейсбуке. Я помню, ты публиковал, что в Лыхне проходила какая-то встреча. Это была встреча с оппозицией, после которой якобы возникли какие-то... Ну ладно, к этому... Там встреча молодежи была, будьте здоровы. Там была встреча молодежи, это отдельно. Ладно, вернемся Не, к тому, почему вдруг ты спустя всего лишь полгода решил я уехал в Донецк, мне начали беспокоить наши российские партнеры, начали беспокоить здесь внутри Абхазии, попросили меня приехать, пообщаться, и они как говорят, власти нужно полгода покоя, сейчас она пока устаканится, назначение, и все пойдет. Но в этом же есть что-то резонное, Ахра, нет? Но я поэтому согласился. Я говорю, где вы видите? Начался разговор за Министерство МВД. Я объяснял, что я не сотрудник, но, например, это самое сложное ведомство, которое разваливалось монотонно с конца Начался войны. разговор, в смысле, тебе предлагали какую-то должность, Министра МВД. должность. Не какую-то, а меня уже предлагали сразу. Ты сам отказался. Нет, сразу отказался, потом нашли слова, где согласился, потом, когда увидели, что согласился, начали играть, потом уже начали разговоры идти, что Дима Атбар остается без должности, что он уйдет в оппозицию. Я говорю, ребята, вот есть должность, отдайте.
Она мне не нужна, но он хочет После госбезопасности. интервью я буду еще пользоваться что-то. тоже услугами твоего адвоката Ахра, и ты их будешь оплачивать. Проблем нету, мой Я адвокат шучу. денег не берет, и он за правду, поэтому... Ну вот полгода прошло. И это все началось, и потом уже для себя я понимаю, что нету резона идти в какое-то такое кресло. Это, вот, например, пошел бы я в силовую структуру, это значит, я не могу говорить. Если есть проблемы, ее надо решать, и о ней надо говорить. Тогда мне начали склонять на Министерство обороны. Я говорю, ребята, а что я сделаю в Министерстве обороны? Вот от того, что я вынужденно взял в руки оружие и пошел воевать, это не значит, что я понимаю в этом что-то, что я буду военным, что я захочу помочь, но чем поможешь, когда у нас совместная группировка, вот этот человек-инвестор пришел, построил гипермаркет, а я к нему пришел, говорю, дай мне денег, я рядом ларек еще поставлю. Он сказал, ты же здесь зарабатываешь, зачем тебе то? Я для себя понимаю, что наше Министерство обороны это вот издевательство над тем, что у нас есть совместная группировка. Если мы сами внутренними ресурсами не сможем что-то исправить, то ничем ничто не исправишь. И говорить о том, что я приду и наведу порядок, да нет, я приду и развалю его еще больше. А ты видел в себе силы прийти и навести Нет, там порядок? точно, я же за что говорю, я же знаю, например, Ну ты же что потом согласился. Минобороны я не соглашался. В МВД имею в виду. В МВД я просто решил, как сделать. Я решил взять достойных ребят замами и дать им полноту власти, работы, и просто быть для них опорой, потому что министр в основном это что? Это топ-менеджер, скажем так, да, который хороших замов, а большинство как замов берет? Тех замов, которые или по мышлению подходят, или по структуре там. Вот, взять, например, все замы, которые работали, почему-то они в министерстве не остались, потом их убирали. Вот тенденция такая прослеживается. Значит, люди приходили или из-за кресла, или запачканы были чем-то, что их пришлось из системы убирать. Для меня это непонятно. Я для себя считаю, если человек имеет опыт замминистра, то он для министерства очень ценный, он должен оставаться там. Ну, коль не оставались, значит, есть какие-то в этом нюансы, да, которые я не смогу углубляться и не хочу углубляться. Ну, насколько я знаю, действующий заместитель министра внутренних дел Чкадова, он очень много лет проработал в Министерстве внутренних дел. Он даже в период руководства Асланом Басария Черноморэнерго, он был заместителем генерального директора. На должности замминистра? Нет, он был заместителем генерального. Я за что говорю? Министры, когда уходят, следом уходят замминистры. Да я всего лишь хочу для себя и для наших зрителей понять, что может быть все правда не настолько плохо, понимаешь? Но это вот второй момент, это то, с чем ты столкнулся, я понимаю, ты рассказываешь нам свой опыт. Полгода прошло, и ты публично заявил о том, что ты... Это было в моем интервью мне в Республике, я помню, это вот тоже... Началась проблема с того, что началась проблема с назначением. Вместо того, чтобы, я для себя как понимаю, новая власть через 100 дней должна сказать, что сделано. Когда ты приходишь на волне революции, ты не должен ссылаться на законность, что у тебя по закону есть там 3 месяца назначить тех, там месяц тех, или там еще что-то. Ты должен это сделать быстро, ты же пришел менять. Ты же не избрался просто там, а ты пришел на волне протестов. Значит, ты должен все, что негативное, которое озвучивалось до, они же каждое ведомство ругали, они же не ругали просто Хаджинба, они ругали Хаджинба за это ведомство, за то ведомство. Значит, вы знали проблемы, значит, вы должны были прийти и со старту начать их менять. Но когда приходите и вы раскачиваетесь, монотонно тянете и еще что-то, и больше всего меня, наверное, из грани выбило, когда я услышал фразу «все были такими, а мы что сделаем?» Кто тебе это сказал? Глава государства. Ахра, после того, как ты вышел, ты с Асланом Георгиевичем Бжани, с нашим президентом разговаривал? Планируешь ли ты с ним разговаривать? Скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому что на протяжении всего периода твоего нахождения под стражей то и дело всплывали разговоры о том, что твои родственники ходили к Аслану Георгиевичу Бжани, были достигнуты какие-то договоренности, там всплывал Аслан Георгиевич Бжани, и сейчас ты все время что ты говоришь. О чем договориться? О том, что я ни за что посидел 3 месяца? Не могу ничего говорить, потому что меня во время этого разговора не было. У меня вот
в этом контексте интересует. Ты, по-моему, Контекст простой. даже когда адвокат говорил, по-моему, на последнем процессе, они тебя назвали действующим помощником президента. Вот Момент задержания. Да, скажи мне, пожалуйста, ты с Асланом Георгиевичем после того, как вышел на свободу, говорил? Если нет, то планируешь и думал ли ты о том, что ты ему скажешь? Наверное, вы когда-нибудь встретитесь. Наверное, встретимся, но не говорил, и планировать, я думаю, у него после этого интервью не сильно желание появится. Есть какой подвох, я сейчас скажу. Завтра истерия начнется у моей фамилии в первую очередь. Я, например, вышел, не всех своих старших увидел. Меня больше всего, что обидело, сейчас я не буду подбирать слово огорчило или что-то, именно так, скажем, обидело, да? Это то, что моя фамилия больше одного раза туда пошла. Они просто как хотели? Они хотели показать, что они за меня беспокоятся, и чтобы я не подумал, что они бездействуют, они 11 раз к нему ходили. Старшие мои должны приходить один раз. Если один раз их не услышали, то второй раз я считаю, что это нас унижает или оскорбляет. Ну, давай не будем обсуждать это лично. Если 11 раз они туда ходили, 11 раз, наверное, какие-то пробы к договоренностям были. Ничего не было. Но вчера один из моих старших берет телефон и показывает, в 7:30 утра, говорит, Аслан Георгиевич звонил и сказал, что Читашнапы Дануб туда, типа, вот, ну, преподносит так, как будто это вот снисхождение от него изошло, а не от того, что беззаконие у нас процветает, и как-то они чуть-чуть подукрасили себя, застраховали. Поэтому я, наверное, такое животное, которое, скажу так, что благодарности в этом я нигде не увидел для себя, и сказать, что спасибо, что вы так снизошли, посадили меня, а потом отпустили. Ну вот ты хочешь, чтобы это осталось в интервью? Конечно, хочу, я такие вещи не скрываю. Я откровенно скажу, знаешь, как драки, перестрелки или еще что-то, да плевать я хотел. Есть правда, от нее не будем уходить. Власть меня посадила, а отпустила меня времени они. Больше держать не могли они меня, не получалось. Они максимум, что могли, на пару недель протянуть суды, все. Вот и все. Могли просто пару раз суды перенести, там прокуратура не придет, еще что-то. Ну, посидел бы еще месяц. Дальше что? Я должен им спасибо сказать за то, что я 3 месяца, моя семья сюда приехала, не мог своих детей обнять или еще что-то. Понятно. Вот в день твоего задержания приехали журналисты, сейчас что скрывать, среди них был и я видел, что туда приехал и Адгур Ардзинба. Он приехал туда, он находился в здании МВД, о чем они там договаривались, говорили, я не знаю. Но хочу спросить у тебя, какие отношения вас связывают? Что, почему он приехал? Вот, допустим, когда ты вышел, ты с ним разговаривал, о чем разговаривал? Планируешь ли ты что-то совместное? Ну, например, взять касаемо Адгура Ардзинба. Да, Адгур Ардзинба не первый день для меня знакомый до войны. Как говорится, как я в Донецк уехал, и я по детству помню, что он и в Сочи находился, и все-таки они с Хасиком, там, это Гудаутские районы, росли все вместе, жили, или в одних домах, там, или там с нашими братьями еще, да, где-то там в Башране учились, или еще что-то. Есть момент в чем заключается? В том, что он мне и визуально, и так знаком был, да, но сейчас мы не друзья были, ничего. И я помню, когда он 9 числа ко мне подошел, говорит, не делайте этого, так пытался как-то власть оправдать, но для меня нету оправдания той власти, да, и мы, например, в предвыборной, когда начиналось, мы с ним встречались. Я сел и ему сказал, ты молодой, энергичный, мне импонируешь, говорю, но вопрос в другом, тебя поддерживают те, которые виновны. Поддерживаешь ты их или еще что-то, ты от них не отказался никак. Они там открыли свой штаб, и я понимаю, у вас какие-то внутренние, может, есть родственные, я не хочу в это лезть. Поэтому я не могу быть твоим сторонником или еще что-то. Мы откровенно разговариваем. И я не знаю, там, ты можешь у Адгура спросить, что если разговаривая с ним там, до, после, еще что-то, я никогда слов таких завуалированных или еще что-то. Я
пытаюсь прямо говорить, может... Ну, мы вот на протяжении часа больше наблюдаем это. Да, и вот разговаривал с ним, я и сказал, что не могу поддержать его на выборах, не потому что руки связаны, еще что-то, по убеждениям. Я для себя понимаю, что он все равно как-то связан с той властью, он при них же работал, еще что-то, они все там как бы находятся. И не получалось. После Садгуром мы встретились, обговорились, они мне дали приглашение на съезд Арова, на что там, ну, не сам Адгур давал, а один из молодых ребят, который рядом с ним, да, потому что по дороге пересеклись, он как раз в день задержания мне и дали. И вот это пригласительный мне тыкали, говорили, вот ты организатор, я говорю, какое отношение к Арову имею, и еще, если я организатор, я еще себе пригласительный даю, вы что, с ума сходите? Я говорю, меня, например, что возмутило, когда ваша Саканя там икону привозил, то такое бурление подняли, и еще эту икону понесли, на границу выкинули. Здесь человек рассказывает, что нашему врагу посадил аллею. Я говорю, вот если ветераны возьмут пилы и пойдут спилят, тогда я пойму свое присутствие на Арово, на съезде. Я скажу, что вот они все-таки поняли. Ты отказался от участия на съезде Арово? Не то, я даже не успел отказаться. Меня задержали. Меня задержали через полчаса, как я получил пригласительный. Но я просто, когда мне вручали, я вот, человек со мной рос, я мог с ним дискутировать долго. Да. Я вот ему откровенно говорю, что я не приду по этой причине. Не то, что я выбираю ветеранов там Амцахара или Арова, или тех, кто вообще нигде не состоит. Нет, для меня это ветераны, которые принесли нам победу и независимость. Поэтому я их не выбираю, и не мне их судить там в этом плане, да. Но те поступки, которые сегодня совершают, от того, что мы воевали, а сегодня нам дозволено, да не дозволено. Вы воевали в нашем возрасте и думали только о Родине. Сегодня, наверное, что-то многие позабыли этот зов и думают о чем-то другом. Поэтому я сказал, вы ветераны не просто там где-то как бы озвучите публично там что-то, а пойдете сделаете, там это выкорчиваете, посадите в 10 раз лучше деревья, я это пойму. Что, разве там аллея высажена? По-моему, речь шла о том, что якобы посадят. Нет, там, насколько знаю, я здесь посадил, здесь было болото, я посадил, это на абхазском телевидении в оправдание, когда давали эфир, еще я не понимаю, зачем на гостелевидении это выносить и давать это эфиры. Ну вот возвращаясь к моему вопросу, сейчас как у вас? И я за что хочу сказать. Потом мне приходит, говорит, вот Адгур Ардзинба, еще там авицбовцы не успели приехать, он уже здесь поругался там, в СГБ и так далее. Мы ему сказали, что это фамильный вопрос. Слушайте, я с Адгуром еще не встречался. Но я братьям сказал, и вот это в эфире будет, он, наверное, там, скорее всего, это и увидит. Я сейчас не хочу ему дифирамбы петь. Но я хочу сказать, и те мои братья, которые не имели возможности еще со мной увидеться и так далее, вместо того, чтобы сказать спасибо, а вы говорите, что он там политический или еще что-то еще. Человек за вашего брата пришел. Политика, не политика или еще что, я в этом не знаю. Человек пришел за вашего брата. Скажите ему, вот мы здесь авицбовцы есть, встань рядом там или сзади, встань с нами. Он же не просил там, вот я сейчас авицбовцев вас вперед поведу. Нет, он пришел. Скажите спасибо. Не сказали, поэтому за этот момент Адгуру я спасибо скажу, что он за меня побеспокоился, приехал. Личной встречи не было и не передавал я это спасибо. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, многие, наверное, начнут потом рассказывать, что... уже знаешь, разговор как идет, что я с Адгуром пошел в святилище и поклялся. Поклялся сделать что? Мы вместе, объединенные и так далее. Это ерунда. Касаемо святилища, когда задали вопрос на Лыхнинском съезде молодежь, когда была, там собрались более 100 человек, просто собрались выслушать друг друга. Вот там я сказал такую фразу, что мы находимся под святилищем, оно там рядом, я понял. Я говорю, врать здесь не будем. Мы вместе с ним объединиться не можем, и назвал ряд причин. Это я озвучил и сказал, но это сегодня... Невыгодно же так сказать, да? Выгодно сказать, что мы вместе поклялись, что там до гроба все вместе и так далее. Видишь ли ты себя вот самостоятельным политическим деятелем? Вот вообще ты выше сказал, что вот может быть там условно срок не помешает баллотироваться в парламент. Совсем там через год, меньше чем через год будут выборы в парламент. Ты думаешь стать депутатом парламента нашего? А ты задумывался когда-нибудь стать президентом Абхазии? Я? Да. Конечно.
Ну сейчас ты шутишь или серьезно говоришь? Я хочу понять. Нет, знаешь, у нас был момент, когда я ушел с администрации, да, и вот там собрались, зачем, как, начали то, вот, и я же там пару раз высказался в том, что мне не нравится, что происходит, но они же как воспринимают, что значит тебе не нравится нынешнее руководство, да не нынешнее руководство, мне не нравится, что происходит, мне без разницы, сегодня я был бы от гуру власти, я бы, наверное, также критиковал бы, если бы он допускал бы те же ошибки, для меня нету в этом разницы, потому что есть общий дом, если крыша горит, мы должны тушить, а как строить, мы уже дальше будем разбираться. Ну хорошо, Ахра, Я не щас считаю? не- Да, и у меня возник да. вопрос. И начинаю вот это говорить, и мне говорят, кто? Я говорю, я настолько говорю животное, мне уже 35 лет, я сам пойду. И вся, он хочет стать президентом, началась паника. И вот в этот момент, когда я увидел эту панику, назло задумался, да. Но я для себя понимаю как, наша страна не любит бояться людей, да. И вот когда она понимает, видит какого-то деятеля, еще что-то, и когда она не знает, что от него ждет, она его не выберет. И вот, например, я для себя понимаю, что я не тот персонаж, кто станет президентом, потому что, ну, не знаю, потому что со мной приходят, я не могу сказать, ты будешь на том месте, я тебе дам то, или я тебя куплю, или еще что-то. Я наоборот говорю, надо забрать, отнять, потому что я как считаю, что мы должны сделать табу на том, на чем зарабатывает государство. Государство зарабатывает на границах и на налогах. Если мы начнем делать акцент на налогах, у нас и так вся наша экономика в тени находится. И когда мы рассказываем, что у нас внутренний бюджет там 3,5 миллиарда там, или там, до 5, да, ну, показываем в тот же момент, что 2 миллиарда только наши братья-азиаты отправляют переводами, ну это же чушь, у нас, значит, бюджет намного больше. Мы не можем там львиную долю отдавать. Ну вот, Ахра, считаешь ли ты, что вот метод, ну, революция ты назвал, кто-то называет госпереворот, мы, Протест. журналисты, вынуждены Молодежный назвать протест. это событие мая 2014 года. То есть вот это все не выход, не метод решить проблему, не Метод. считаешь ли ты? Ты все-таки считаешь, что это метод? Это народный протест, народное мнение, просто это пугает как? Это пугает ближайшие государства, потому что сразу начинается бурление. Я вот даже помню, там один из деятелей там, в Северной Осетии, там певец их не выступал, там какой-то митинг шел, и он потом запись сделал, там спасибо там, нашим братьям абхазцам, они показали, что народ все-таки может свое что-то отстаивать. Абхазские реалии как показали? Если у нас на 80% каких-то происшествий уменьшилось в преступном элементе, да, и уменьшилось после протестных настроений, значит это эффективная ситуация. Но это не значит, что на этом надо остановиться. Вы же пришли, добавьте от себя что-то, а не живите тем, что произошло, ну, как бы, само собой, без вашего участия. Оно само собой произошло, что преступность где-то подуменьшилась, где-то подиспугалась, где-то что-то произошло, там, похищение меньше стало, потому что организованная группа была где-то водворена, где-то сегодня в розыске кто-то находится, разбежались, да? Это же не заслуга вот, нынешних силовиков или власти, это заслуга того, что так случилось, что население вышло и начало об этом говорить, и уже у них другого выхода ничего не осталось. Население вышло или население вывели? Вот тоже такой момент. Плюс- Вышло. Мы же Вот- не дали. Ну вот смотри, Ахра, ты говоришь, что просто хочу на эту тему подискутировать. Правда, интересно твое мнение, как участников событий 2014 года, событий 2020 года. Тебе чуть не инкриминировали еще новые какие-то события. Я вот хочу спросить, вот разве это не вредит нашему государству? Разве... Ну, то есть у нас не получается развиваться, ты так не согласен? Нет, смотри, начнем с того, что развиваться нам мешаем мы только сами. Нам никто не мешает. Нам что, стали меньше инвестиций давать? Нам стали меньше туристы ездить? Ну, ты правда Нам верил... что, нам вот касаемо фактора развития, где помешало? Нигде. Ну ладно, ты правда верил, что вот предвыборные обещания посадить всех коррупционеров условно и потом начать со своих, они будут исполнены? Я верил хотя бы, чтобы начнут зажимать гайки. Но сейчас не так? Ну как сказать так, когда, знаешь, вот взять, к примеру, показываем, что там украли 300 миллионов, там 200, там еще что-то, и люди ходят, это же не посадили, не изъяли, ничего-то не воплотили.
Ну, а одно показательное дело сделали, а дальше где продолжение? Когда Сбербанк дело там, где оно? Там показывают 800 миллионов, но по факту там около 1,5 миллиарда. И человек спокойно в Москве что-то себе открывает, строит и так далее. Ну, почему мы на это внимание будем обращать? Ну, соринку в глазу искать легко, но когда бревно торчит, оно все-таки бревно. Поэтому есть такие моменты, и это печали. Если бы, знаешь, и туда что-то делалось бы, и вот здесь тогда скажешь. Мы же не говорим, кого-то обойдите, нет. Но мы говорим, что не начинайте вот здесь, когда вот самое злостное вот здесь. И вот я не люблю говорить, когда, знаешь, вот мы делаем время пандемии. Да не мешает нам пандемия. В назначениях пандемия где мешала? Ну, вот если нам помешало туристическому сезону. Помешало, не спорим. Помешало. Ну помешало, знаешь почему? Потому что наши юристы не работают. Потому что, и почему я границу снес? В день, когда я снес границу, граждан Донецкой, Луганской народных республик стали пропускать. Ты бы еще раз сделал этот поступок? Еще раз сделал бы. Я и сказал, я вам объясню ситуацию, как оно происходило. Получился закон, открыли границу для россиян. Но очень много, большое население, там Донецк и Луганск, это почти там 4 миллиона населения. И они в основном, мы разрекламируем, сюда приезжают. Очень много машин на границе вижу, но их не пускают. И так как у супруги моей там в Донецке есть там юридическая фирма, я попросил юриста сделать мне справку, как люди могут, чтобы мы написали там от администрации президента или еще что-то в Россию, чтобы их могли запускать. И узнаю, оказывается, для граждан Донецкой и Луганской республики вообще во весь период ограничений не было. Их не пускают, ну просто вот нехотя. Не хотим, не пускаем. Ну, сотрудник, который работает на границе, и его хочу, не хочу, никто не рассматривает. Есть указания правительства Российской Федерации, ты должен их соблюдать. Но они просто не пускают, потому что был принят закон о том, что ограничить въезд иностранных граждан там, в Российскую Федерацию. И там вторым же пунктом... Махра, ты же помощник президента. Я сейчас объясню. Там вторым же пунктом идет о том, что запускать. Я посмотрел этот документ, что вот так, эту справку показал в Министерстве туризма, там молодой энергичный парень, который, я говорю, напиши по своей линии, говорю, туда. Подошел к Александру Золотинскому, попросил, чтобы он как-то тоже там посмотрел. И он написал на Мишустина, ну, написали письмо. Теперь я в этот день еду встречать свою семью. Ну, встречать свою семью как? По возвращению на родину. Вот я утром запускал свою семью. Этот документ выдается? В нашем МИДе. Да, в МИДе. Да. Свою семью перевозил этим документом, а они говорят, что это просто совпадение. За это совпадение сейчас расскажу. Вот я еду, перехожу границу, в этот день я получаю, еще моя машина приезжает с Москвы на железной дороге, я должен ее получить. Перехожу и зову начальника поста. Он приходит, я ему задаю вопрос, почему вы не исполняете распоряжение правительства Российской Федерации? Он говорит, какой? Я ему открываю, зачитываю, показываю. Ну я не могу, там это так, нам инструкцию такую дали. Какая у тебя инструкция? Есть распоряжение правительства Российской Федерации. Я говорю, доложись своему начальству. Он говорит, хорошо. И я перешел границу. Я не раз сталкивался с ограничением перехода границы. Это ты когда даже в ту сторону идешь, они тебя не запустить не могут, но они должны, знаешь, как у них вот, все равно высвечивать, да, там они называют это ПЭшка, там, приставы, да. И у них начинают они не мяться, там как-то звонки делать, но потом тебя пропускают. И смотря на вот этот весь процесс, я знаю, что позвонить, там мне флажок висит или на мне приставы, я потом уточнял всегда. Я зашел за секунду. И в этот же день я возвращаюсь с семьей вечером, и вот на меня ограничения. И я подаю дипломатический паспорт, ко мне выходит начальник смены, идет, встречает у шлагбаума, хотя обычно, что ты меня встречаешь, я заеду, зачем тебе эту дистанцию идти? Он говорит, давайте отдельной полосой. Я говорю, какой отдельной полосой? Здесь 2 машины, я еду с семьей, меня мои земляки не поймут, но они заплюют, что за понт дешевый, когда 2 машины стоят, я поехал отдельной полосой. И я встал сюда. И когда я выходил, он мне говорит, подай российский паспорт. А если бы 15 машин стояло?
тоже не воспользовался бы. Ну, если бы стояло 500 000 машин, я бы, наверное, и откупился бы или еще что-то. Без паспорта всегда находишь, как ускориться. Да, извини, я перебил, просто мне Да, стало я интересно. объясняю ситуацию. Я много раз на границах не пользовался привилегиями, а пользовался там хитростями как-нибудь объехать по той причине, что у меня всегда дальние дистанции. Я по 1000 километров проезжаю, и лишь бы не уснуть, потому что встанешь, 5 минут постоишь, засыпаешь, поэтому я пытался всегда где-то вклиниваться. Это мое хамское, наверное, вождение, ну, как водитель. Я не буду говорить, что я там идеально пристегнут, это... Ну, какой есть, такой есть, я чувствую. Вот и что спровоцировало? Подъезжаю, но сейчас человек попросил мне подать российский паспорт, что эта процедура быстрее, без задней мысли, я говорю, проблем нету, подаю российский паспорт, он говорит, о, у вас ограничения. Я говорю, ну если ограничения, тогда вот есть дипломатический паспорт, говорю, какие-то есть моменты, которым можно проехать, наверное. Он говорит, я сейчас пойду изучу, он берет, уходит, возвращается со своим дипломатическим паспортом, подает на окно, говорит, пропускай, да, он прав. Мне делают выезд, я машину выгоняю, выхожу с ним, потому что я с ним уже визуально до этого успел познакомиться, стою, разговариваю, потому что моя семья еще идет, она переходит, она ехала второй машиной. Я полчаса стою с ним, разговариваю, при мне ему звонок и такая фраза, его не пропускать, это на WhatsApp, громкий телефон был, и там находится там или здесь, нет, просто громкий телефон, его не пропускать. Я даже в суде говорил, судья, вас не удивляет, что я 3 часа как перешедший границу был, и меня потом как обратно вернули. Я позвонил, говорю, кто это звонил? Он говорит, начальник поста. Я говорю, пригласи его сюда. Он приходит, я ему начинаю рассказывать за то, что он не может. Он говорит, у тебя нет аккредитации на территории России. Я говорю, дружище, я не работаю на территории России, чтобы иметь аккредитацию, я работаю в администрации президента Абхазии. И он начинает вот этот момент, он говорит, набери руководству, мы тебя пропустим. Я говорю, вы наберите, дайте мне трубку, я что, справочное бюро с телефонами со всех номеров хожу. Не, мы звонить не будем, они спят, 3 часа ночи. Руководству, их руководству? Ну, в Краснодарский край, в управлении, видать, получается. Да. Я говорю, смотри, тогда ты мне пиши вот мой дипломатический паспорт, пиши, что ты по нему меня не запускаешь, а я поеду уже в МИД, вернусь обратно, да, и поеду жалобу, протест подам. Он говорит, хорошо, и дает мне бумагу о возвращении на мой российский паспорт. Хотя паспорт мой уже уехал, потому что я, когда супруга пришла, я ей дал. Он мне просто достает с компьютера, у них же база есть, достает, я говорю, ты смотри, вот я сейчас приду писать протест, что ты меня не пропустил по дипломатическому паспорту, и сказать, ты дурень, ты российский подал. Это же российский. Я говорю, ты вот дипломатический, на него я писать не буду. Я говорю, а как тогда мне протест писать? Со слов говорить? И начали мы с ним разговаривать, и я ему объясняю, что звони своему руководству. Нет, я говорю, тогда говорю, я поеду. Он говорит, Сочи? Я говорю, поверь, если я тебе показал за что этот случился момент, я забыл это уточнить. Когда я с ним спорил за дипломатический паспорт, он говорит, такую бумажку здесь один депутат показал, и мы ему вернули. Я в своей манере пару красивых слов ему сказал, и сказал, что эта бумажка, как ты ее называл, символизирует наше государство. А это символизирует нашего руководителя. Пока достал еще удостоверение, говорю, вот эти 2 бумаги, сегодня хочу я того, не хочу, зная все последствия, зная, что будет, я туда в Абхазию поеду, говорю. Ты меня сегодня здесь остановить не сможешь. И он все воспринимал как юмор. Молодой парень вышел. И говорит, ну сейчас я с ним сам поговорю. И уже время шло там. Они тебя уговаривали вернуться в Сочи? Уговаривал один. Те, наоборот, все сотрудники стояли рядом со мной и объясняли, что я прав. И он, один этот молодой парень, который, ну я вижу, что он понимает и так далее, но под документом его фамилия. И его же подставлять я тоже не хочу, я понимаю, что... Ну как один из сотрудников сказал, у нас виновного не ищут, а назначают. И вот в итоге этот молодой парень и лишился работы. Он говорит, я сейчас пойду с ним разговаривать, ты, говорит, только не заводи машину. Я так на время посмотрел, было 5 часов. Я говорю, я тебе чисто вот свое говорю, до 6 даже не заведу и не поеду. Он говорит, хорошо, в 6 часов он выходит, он говорит, ну что, говорит, ты будешь возвращаться? Я говорю, нет, я поеду. Он говорит, прошу об одном, говорит, дай возможность, я открою калитку, покажу, что я свою процедуру выполнил, а потом ты сам делай, что хочешь. Я говорю, хорошо.
Я сел в машину, подождал, что он откроет калитку. Второй парень взял сразу мои номера, продиктовал, и там они перекрыли. Я подъехал, образовался небольшой затор, я говорю, звоните руководству, будем говорить. Они говорят, нет. Он говорит, сейчас мы начнем ломать стекла. Я говорю, ты дурачок, это бронированная машина, какие стекла ты будешь ломать? Говорю, ты об нее разобьешься. Ну, он уже понял, и я отъехал назад, потому что закрыли калитку, было 2 машины, я выпустил эти 2 машины, чтобы отдыхающие не страдали из-за наших каких-то споров. Мы их всех опустили по реверсу. И я уже понимаю, что новая машина, ну что поделаешь. Ты за машину больше беспокоился, да? Я беспокоился за то, что, знаешь, как сказано, и нельзя назад давать ходу, потому что к этому надо привлекать Ну вот внимание. это, получается, твои методы решения проблем. Протаранить ворота, устроить... Не мои методы, это вынуждают, и я не отказываюсь, знаешь, как вот мне говорят, давай с парашюта прыгнем и прыгает, и я не откажусь. Да. Но была информация, что у тебя был большой долг в России, и Асан Георгиевич его оплатил. Нет, ни рубля никто не оплачивал, поэтому все это чушь. Мы уже почти 2 часа разговариваем. Честно говоря, для меня время пролетело незаметно. Ахра, не могу не спросить о том, вот какие у тебя планы на ближайший там, ну, год. Ну, на ближайший, наверное, вот эту неделю, все, так, сейчас после твоего интервью там начнут все там хотим увидеть, спросить, поговорить, вот эти моменты, жужжание и так далее. Неделю я здесь, потом на неделю я буду писать бумагу, чтобы мне все-таки разрешили, не ограничили мой выезд, пойду свое здоровье проверять. Ну, наверное, разозляться и не будут, но тогда будем и опять это горланить, да. Но есть момент, в чем заключается? В том, что я так планирую, получится, не получится, не знаю, эту неделю я нахожусь здесь, потом пишу бумагу, хочу поехать проверить свое здоровье, не для того, что я беспокоюсь о нем, я просто знаю для себя, что моих детей, кроме меня, никого нету. Поэтому по максимальному буду стараться, чтобы мое здоровье было всегда в тонусе. Это то, что я планирую. Как оно сложится, мы не можем говорить, потому что мы, говорит, не ругайте власть, открывайте партию, но начали открыть, нас посадили, поэтому мы вот я тоже хотел спросить, ты говоришь, ты не хочешь заниматься политикой, это выглядит так, как будто тебя... Не хочу, вынужден. Ну вот тебя же не кто-то вынужден, тебе же никто не пришел и не говорит, Ахра, занимайся политикой. Тебя, как я понял, жизнь в стране вынуждает. Знаешь, какая ситуация? Например, вот, нам надо говорить с нашими российскими партнерами, да. там, еще другими, да, а на каком уровне, как мы... Что они будут бояться с тобой разговаривать? Хорошо, но как говорить? Значит, надо быть какой-то политической единицей, чтобы ты был понятен, чтобы было, если даже ты шумоголовый, но действия твоей партии об обратном говорили, чтобы они как-то, знаешь, разумно ко всему подходили. Поэтому мы выбираем какой-то курс развития от того, что я так разговариваю, но знаешь, я человек, я солдат. И у солдатов там не просто команда там, и подкрепляется команда, просто не перестроился. Это не эмоции, это просто не перестроился еще свою речь. Ну хочешь. Не то, что хочу, оно само перестраивается. Знаешь, человек попадает в страну, если он не разговаривает на языке этой страны, да, а потом начинает говорить, потому что общество такое начинает его говорить, да. Он его выучил, начинает. Сейчас я не скажу, что я нацеплю костюм, галстук и так далее. Население меня не поймет. Оно знает, что для меня, когда мне говорят, почему ты не в костюме, я говорю, как не в костюме? В спортивном костюме. Поэтому я даже когда приезжал на передовую, мне говорят, почему ты не в форме? Я говорю, как не в форме? В спортивной форме. Поэтому для меня это комфортно, удобно быть, ну, чтобы я себя так удобно чувствую. Наверное, в этом не хочу себя ограничивать. И так получилось, что для себя понимаю, что мы же хотим что-то в стране поменять, мы хотим кого-то привлечь, мы хотим объяснить, что у нас происходит. Потому что нас не делит, это ваша внутренняя кухня. Ну вот ты 2 раза пытался в стране что-то поменять. Как считаешь, у тебя получилось? В лучшую сторону. Ну, есть и плюсы, и минусы, но плюсы перекрывают. Но ты не бросаешь это дело и планируешь вот там через партию, законными методами и так далее строить... Я элементарно, знаешь, что хочу? Вот, столкнулся с тем, что вот я и судье ходатайствовал и так далее,
чтобы наши прокуроры, наши следователи, наши судьи все-таки открыли законы и знали статьи. Но это же не все такие, Ах. Нет, я просто хочу, знаешь, как потребовать от того, чтобы приняли законы, чтобы элементарно, вот, ну, Значит, ты планируешь статьи. парламент. Ну как, я осужденный, какой парламент? Это значит, они будут думать, что я сейчас буду писать амнистию, что с меня снимали, да нет. У нас разве не Ребята. было кандидатов в президенты со сроком? А, ты же действующий Не, осужденный. еще Да-да-да. погашены должны Да, быть. у тебя же Вот это, судимость не поэтому они, погашена. почему мне срок давали не по отсиженному там, или еще что-то, а просили душевно. Но ты бы хотел. Если честно, нет, потому что я объясню ситуацию какую. Я хотел бы, чтобы очень много молодых туда пришло, чтобы Ну, ты начали тоже принимать молодой. законы. Потому что когда я решил уволиться с администрации президента, я зашел на сайт администрации президента. Сейчас не только касается Аслана Георгиевича, это касается, потому что сайт и до существовал. Открыл трудовой договор. И он еще грузинской ССР. Там лохматых годов 60-х, 70-х, там Октябрьская революция, Великая, вот это, ну что это за закон? Хотя у нас в 16 году там, парламент принял трудовое там, законодательство такое, да, ну почему на него, ну, человек извне, он как будет знакомиться с Абхазией, с ее законодательством? Зайдет на сайт, значит там надо как-то редактировать. Но этого не было сделано. Закон об образовании у нас не принят и так далее. Хотя у нас очень много людей, которые науке посвященные и попадали в парламент там, и возле ныне там. И поэтому просто прийти быть статистом там не хочу. Я хочу быть причастным к тому, что в стране политическая сила омолодится. И мне нету разницы, к какой партии никто будет принадлежать. Я буду свой курс держать, другой будет свой держать, но все не могут быть в одной упряжке, потому что каждый по-разному мыслит. И просто одна ситуация в том, что мы все-таки должны нашему старшему поколению сказать: Итабу, ну дайте нам пожить скоро, и мы станем уже дедушками. Когда говорит, вы молодые, я говорю, оглянитесь, половина, кто со мной стоит, они лысые, другая половина седые, и вы их молодыми говорите, уже есть у кого внуки, но они все равно молодые, а эти никак не наедятся, и никак в политику не наиграются с 70-х годов, и они говорят, наши заслуги. Хорошо, заслуги были. Сегодня какие? Сегодня ваши минуса перекрывают эти заслуги. И вы все равно там упорно сидите. И мы еще что? Мы еще этому потакаем. Потому что мы для себя понимаем, что этого локомотива надо снести тем. Да нет, все, хватит всех сносить. Давайте все-таки перелеснем. И молодые начнем все-таки понимать, что для нашего государства это не под кого-то подстроиться, а делать новое. Возьмем, окунемся в нашу историю и поймем, что нету того момента, если мы не будем современности исследовать, мы пропадем. И тому свидетели не одна нация, которая пропадает. Империи пропадали. Сегодня мы гордо будем в грудь бить и рассказывать, что мы независимы, мы все выстоим. Мы сегодня проблему со своим языком решить не можем. Ахра, вот все-таки я вот свои наблюдения выскажу, мы договорились говорить откровенно. Где-то я ощущаю, могу ошибаться, это очень субъективно мое ощущение, вот на то у тебя есть возможность ответить. Мне кажется, опять повторюсь, я ошибаюсь, ты немножко лукавишь, когда говоришь, что вот мы хотим привести новое там, да, пусть придет новое, молодиться и так далее и тому подобное, но при этом вот ты еще там 1,5 года назад голосовал за старое, за хорошо знакомое старое, ты помог. Вот, да, расскажи, я пожалуйста. Объясню. Я осознанно свой паспорт на новый поменял после выборов. Почему? Чтобы не голосовать, чтобы у меня была причина. Ты не голосовал? Не сейчас? голосовал. Ну ладно, ты понял, что А я я имею в виду. агитировал, я Да. не буду скрывать, я не 1/10 голосов привел, я же объяснял, что не по политическому взгляду, а по жизненной потребности, что когда выбираешь, чтобы не было хаоса, надо было кем-то. Я понял. Ты не видел кого-то другую поставить. силу просто. Не было. Я это откровенно говорил, даже вот, может, я могу назвать ряд сел, вы можете туда поехать и просто с простыми сельчанами поговорить и спросить те речи, которые я говорил. Я не говорил, что власть придет и у вас будет хорошо или еще что-то. А сам через полгода разочаровался. Так и я не был очарован. Я же говорю, поедешь, услышишь. Я не говорил, что все расцветет или еще что-то. Я им объяснял, почему я с этой властью. И я, ну, сейчас многие скажут, это неправильно, некрасиво. И наши партнеры будут меня ругать, что
как там можно о политике говорить, когда ты там так думаешь или так говоришь. Но я говорю, что власть не избирается, власть или забирается, или отдается. И поэтому говорю, власть забралась, ее отдавать никто не будет. И вот есть момент в том, что давайте все вместе встанем с одним человеком и попробуем, дадим шанс. Но если дали шанс, и человек его не реализовал, я должен скрывать, что я в чем-то обломался. Нет, при чем здесь должен? Нет, Я просто за это спрашиваю. говорю. Я написал откровенно, я написал, почему я это опубликовал, потому что пришел, сдал удостоверение, сдал это и ушел, и пошли разговоры, да, там сразу начали звонки, какие-то уговоры, еще что-то. Я хотел опубликовать и показать, что вот я сделал шаг, не надо, потому что они, как у нас в Абхазии начинается, сразу приходят родственники, сразу приходят то, ты там нам нужен, ты не торопись, это иначе, ты смотришь так. Я не хочу, я хочу смотреть, как я смотрю. Зачем вот мне чье-то мнение навязано, еще что-то. Я есть какой я есть, и я вот это увидел. Поэтому, знаешь, как, когда идут разговоры, что кто-то за меня заплатил, они же никто из сторонников власти этого не отрицал. Они, наоборот, делали вид, что, знаешь, ну там, это, как будто они заплатили. Заплатила моя семья. Штраф ты имеешь в виду? Да. Угу. Я, единственное, что мне принесли, вот я за весь мой период, что работал, мне принесли бумажку, там, распишись, еще что-то, у тебя паспорт есть, карточка нету, я что-то этот разговор расписался, и мне 7 тысяч дают за неполный месяц, говорят. Вот, и я там начал, заберите фонд куда-нибудь отдать или еще что-то. Больше вот остальные месяцы я не подходил. Ты не брал зарплату пока? Не брал, и вот даже когда я написал заявление, мне говорят, там расчет надо, то-то. А на что ты содержишь семью, себя? Семью на что содержу? На то, что супруга работает в Донецке, и знаешь, как... Ну, если тебе неловко об этом говорить... Не о ловкости, просто это нестабильный тот заработок. Есть, например, рыбное хозяйство там в Донецке, вот оно вылавливается, рыба там продается. Но это просто, знаешь, как занимаюсь не я, супруга этим занимается, но я не потому, что это я оформил на нем. Нет, там есть, что на меня оформлено, что там не оформлено. Просто сам момент, процесс в том, что я занят был в Абхазию, сюда приехал этим моментом. Поэтому строительством Абхазии, который... У меня очень много друзей там, которые, вот, например, знаешь, когда я уехал в Донецк, они увидели, они ко мне приезжали постоянно там с Москвы, с Ярославля, там, да, там, с Обнинска, ребята, которые приезжали, и вот, знаешь, как они выходцы из Абхазии, но не абхазцы, они видели, что вот я с семьи вытаскиваю там на подразделение, на то трачу, и они этим заболели. И вот они также со своих семей вытаскивали, тратили. И бронированную машину они мне прислали. Я себе ее позволить не мог. А, ты сейчас ездишь на бронированной машине? Ну, они мне ее, вот я как в Абхазию приехал, они ее купили, мне прислали. А, ну да, это же ты рассказывал. Да, и я вот, ну, знаешь, как, моего рубля в этой машине нет, откровенно скажем. Вот. Они мне взяли ее, купили и прислали. И никогда, знаешь, там мне не звонили, не говорили там, ой, у нас там зуб болит, там приди, выдерни, еще что-то. Нет, это они делали бескорыстно и делали вот что так, хотят мне как-то помочь. Поэтому сегодня, например, какой рубль у меня в кармане от друзей там, или супруга положила, или я сегодня какой-то вопрос решил, я не скажу, потому что я не знаю, постоянно... Вот, я понимаю, так очень многие в Абхазии живут. Да я не в Абхазии я рубля не зарабатываю. Нет, вообще имею в виду вот такой условно доход, не понятно. Я со своим каким-то небольшим языком, например, футбольный клуб в Донецке, там федерация карате, КВН, много куда я не один год вкладывал деньги, помогал, этого в Абхазии не делал. Я по одной причине, что я считал, если эти деньги заработаны в Донецке, чтобы не сказали, что я ради них приехал туда или еще что-то, я все вкладывал в ту молодежь, которая потому что для себя понял, что министерство только становится. И вот очень большие там команду КВН отправить на какую-то игру в Россию, чтобы показать, что оно существует, там 200-300 тысяч обходилось. И это я из семьи выносил, отдавал. И вот, ну, супруга поначалу обижалась, потому что, знаешь, как, ну, дома дети, что-то хочется, как-то что-то улучшить, но потом уже она поняла, что касаемо меня этого не исправить, какой есть, как Горбатова, только могила. Поэтому из этого исходя, что в государстве, вот, абхазское государство, я заработал 7 тысяч рублей за всю свою жизнь. Поэтому
это я говорю, там подпись даже моя стоит, можно в этом убедиться. Ну, наверняка много чего еще можно было бы обсудить. Да, я думаю, что мы еще встретимся. Будем надеяться и верить, что обязательно при хороших обстоятельствах мы встретимся. Зная наши реалии, я думаю, скоро будешь опять в суды ходить. И я хочу пожелать тебе удачи, и пусть все твои искренние, светлые мечты об Абхазии, личные твои обязательно исполнятся. Большое тебе спасибо, что ты к нам пришел, поговорил откровенно. Как мы и договаривались, и пусть наши зрители тоже знают, мы договорились, что все, что мы обсудим в рамках этого разговора, абсолютно все останется. Вот я свои договоренности обязательно выполню. Ничего убирать не будем. Чуть-чуть сумбурно мы сказали. Я думаю, что как раз все понятно, мы поговорили. Знаешь, как это то, что много мыслей в голове, и вот многие говорят договоренности, еще что-то. Может, у кого-то какие-то кулуарные договоренности, где-то что-то были. Но есть одно. Срок имею, ни за что посадили, о каких договоренностях идет. О том, что меня посадили, я должен сказать спасибо, не сказал никому. Поэтому скажу так, что вот сумбурно так, но как оно есть. Я еще раз повторюсь, когда мне в Донецке говорили военный, я говорю, я гражданский, вынужден взять в руки оружие. Я не политик. Это так получилось. Но как не политик уже, Ахра, давай честно. Я по мышлению, потому оно получилось, да. Надо как бы подбирать слова, там из себя строить, наверное, больше на абхазский язык переходить, чтобы говорить. Ты можешь? Я слышал, харсу, из бансера, лохнаката, васады, отцы сутуб, уезжаем без бензин здоров. Я уже сахнул, он хочет себе сапши русал, где хавы, Москве кюм записал, а все жало, говорю. Вот тебе и первая предвыборная кампания в парламент. Ахра, спасибо тебе большое. Обязательно будем на связи. Еще раз спасибо. Отпускаем тебя к детям, к супруге. Спасибо большое.